И сегодня я приготовила алгыстах халаджи, который я хочу оставить на земле как символ благодарности. Это наш жест уважения и признательности за возможность расти и развиваться на этой земле, которая стала нам родной. Ие дойдубут итчилере беттех көрөн мичик гынын, атын дойдуттан тоспа сирттен, келлиги ден атыңыры көрбөккө ытыскытыгар түһерен аранаачылан арчылан, илже сылжыр гытыгар, ылже томсах казах сиригер, эйеге салматы жонугар, сөһүөхтах бейәбит сүгәрәбит. Онна алгыстах халаджи бутынан аяк тутан макталбытын тиердебит. Обычно мы просыпаемся раньше наших детей, сами собираемся и сейчас будем будить. Кого первый? Ну, давай, Полина. Поля. Наша семья переехала в Алматы 2 года назад. С 3 дошколятами мы столкнулись с множеством проблем. Новый город, другой ритм жизни и отсутствие поддержки близких в лице бабушек и дедушек. Поэтому нам приходилось все делать самим, самостоятельно и ни на кого не надеяться. Я считаю, что в нашей семье самое главное – это любовь и взаимопонимание. Мы стараемся всегда поддерживать друг друга. Наверное, это помогло нам пройти этап адаптации в другом городе. Когда мы переехали в Алматы, все было непросто. Мы столкнулись с новыми реалиями, к которым нужно было привыкать. И столкнулись с тем, что дети первое время очень часто болели. Мы целый месяц сидели дома, и за счет этого мы стабильно не работали. Тогда мы поняли, что детям нужно создать комфортные условия. Мы начали искать садик, где дети бы общались с другими детьми, развивались и регулярно посещали его. Параллельно мы понимали, что и нужно в первую очередь работать тоже над собой, не только дети, но и мы сами. Мы ввели регулярные тренировки, сократили вредные привычки, ну и работали над нашим режимом вообще. И мы вместе с ним похудели на 56 килограмм. Я считаю, что это большое достижение. Мы стали себя чувствовать увереннее, появилось больше энергии. После этого мы подумали, что можем двигаться дальше. По образованию я инженер-землеустроитель. Я училась 6 лет по специальности. И с самых ранних студенческих лет я хотела обрести финансовую независимость от своих родителей и искала дополнительные источники дохода. Во время учебы в магистратуре в Москве я работала в большой ювелирной компании, и где обрела навыки в продажах. Плюс еще параллельно я занималась наращиванием ресниц. Я лэшмейкер. Помню, как ходила по общежитию и предлагала свои услуги с чемоданчиком. По приезду в Якутск, по возвращению, я решила, что не хочу работать по специальности. И на тот момент у меня уже была клиентская база. Я арендовала помещение, и так все закрутилось. Сейчас нашим салоном уже 8 лет. Один из принципов нашей работы – это развитие. И у нас была такая мечта открыть первый филиал за пределами республики в Алматы. Когда мы, получается, наладили свой быт, мы нашли помещение, искали новых сотрудников и адаптировали наш подход в бизнесе в местный рынок. Сейчас нашему салону 1 год. Я очень рада, что каждая женщина чувствует себя увереннее, красивой и особенной. И нас это очень вдохновляет.
Получается, это лакомство по-якутски. Десерт. Из деревенских сливок взбиваются они. И добавляется обычная земляника, дикая земляника, которая растет в лесу. Ну, мы сейчас добавим клубнику просто. Да. Немножко можно добавить сахара. Также такой десерт замораживают, делают такие ложкой просто столовой выкладывают на противень и потом замораживают. Как якутское мороженое. Мартышки, якутское мороженое. Вот, на самом деле, если сливки теплые и их перебить, то они могут превратиться в сливочные. Я сказал, это достаточно. Поэтому здесь очень важно нарежь. соблюдать А это просто... температуру сливок. Это... Ну и это у нас Да. ытык, как якутский миксер из березы выполнен. Вообще мы должны были все это делать на природе, как пикник. Но так как погода испортилась, пошел дождь, мы решили вернуться в салон и просто здесь накрыть стол и попить чай. Мы решили вернуться в салон и просто здесь попикничать. В меню у нас якутский десерт. Это взбитые сливки. Обычно добавляется сюда земляника, но мы купили клубнику, добавили ее сюда. Это у нас северная рыба из Чукурдаха, копченая. Рыбу нам привезли наши родные, и эта рыба замораживается, потом перевозится в сумки на 2 самолетах из Якутии. Доставка. Да. «26 мая будет наш национальный праздник Исех, и мы будем участвовать в конкурсе Тюфюльге. Мы будем оформлять в якутском стиле наш шатер. И сейчас мы делаем саламу, якутское украшение. И для этого нам понадобится очень много, не знаю, сколько тут метров, 90 метров, по-моему, ленты. Мы выбрали такие цвета под наш стиль салона. Создание саламы является древним обрядом. Во время плетения мы загадываем самые заветные желания, пожелания, просьбы к высшим богам. То есть салама является проводником. И во время Исеха мы используем как украшение и как оберег от злых духов. Расскажи про свой стол. Что у вас есть? Я вижу, что у вас есть индигирка, рыба, караси даже есть. Да. Расскажи, как привезли? Сегодня наш салон участвует в общем конкурсе Тюфюльге и национальных блюд. И мы накрыли такой стол, оформили наш Тюфюльге, шатер. Полностью оформление делали вручную, то есть самостоятельно сами все вырезали из ПВХ, потом шили вот эти вот полотна, разрисовывали здесь якутские и казахские орнаменты. Вот. Совместно с нашими девочками приготовили блюда, поделились, кто что будет готовить. Здесь у нас есть индигирка, привезли специально из Якутии самолетом. Индигирка это получается замороженная рыба, свежемороженая, никак не обработанная, не жареная, не вареная. Ее поймали, заморозили, и вот на столе она. Да. Речная рыба. Дальше у нас есть чир копченый. Как-то
Уже все Манекен, да. уже все разобрали, просто, да, мы сейчас все подходят, интересуются, мы, конечно же, всех угощаем, рассказываем про кухню. Дальше у нас есть говяжий язык отварной. Кстати, еще есть у нас саламат. Это якутский тоже деликатес. Он обычно подается перед горячим блюдом, как закуска. Готовится из сливочного масла, молока и говяжий язык тоже добавили. Ага, Вот. классно. У вас очень много национальных блюд. Еще сделали мы, опять же, кёрчех, наш любимый. Делается он тоже с помощью тыка и сливок. И добавляется сахар, как якутский десерт вместе с клубникой. Меня часто спрашивают, как я все успеваю. Я не знаю на самом деле. Но я думаю, что, скорее всего, это умение планировать и дисциплина. Мы с мужем четко распределяем обязанности, не боимся делегировать и стараемся выделять время для семьи. Мы верим в то, что нужно жить не только ради работы, но и ради моментов, которые запоминаются. Все эти уютные вечера, совместное времяпровождение и занятия спортом нас заряжает для новых свершений. Участие в таком проекте для меня ново. Это мой первый опыт. Я очень благодарна за приглашение и надеюсь, что кого-то своим примером вдохновлю. Спасибо за внимание.